В последнее время в Абхазии наблюдается вспышка заболеваний ОРВИ и гриппа. В связи с этим участились случаи обращения граждан в лечебные учреждения. Но этого не стоит опасаться. Это не эпидемия, это всего лишь сезонное обострение, как утверждают врачи. Во второй городской больнице количество амбулаторных больных в зимний период значительно повысилось. При первых же признаках болезни врачи советуют обращаться в поликлинику. В больницу же попадают те, у кого болезнь приобрела тяжелую форму. На сегодняшний день, конечно, обращение очень большое в стационары, но люди должны знать, что обращаться при заболеваниях гриппа необходимо в поликлинику. Далее только осложненную форму гриппа обращаются уже в стационар по направлению в поликлинику или в стационар городской больницы, или же инфекционную больницу. Для профилактики простуды необходимы противогриппозные прививки, советуют специалисты. Озноб, боль в мышцах, головная боль, слабость, повышение температуры тела – это первые признаки гриппа и ОРВИ. Следует незамедлительно обратиться к врачу. Но, к сожалению, не все считают это необходимым и занимаются самолечением. В основном противовирусные от простуды, от гриппа, больше от кашля спрашивают. Горло всех беспокоит, кашель. То есть при приходе без рецепта, без правильно? Без рецепта многие приходят. Лучше, конечно, обращаться к врачу после этого. Больше всех подверженные заболеваниям дети. В детскую больницу за этот период обратилось огромное количество больных. Со слов Вахтанга Варданя, главврача детской республиканской больницы, часто бывает, что из этого огромного количества только 3-4 ребенка остаются на стационарное лечение, а остальные отправляются на амбулаторное лечение. Такое количество обращающихся в детскую республиканскую больницу он объяснил тем, что люди не знают, куда именно им нужно обращаться в той или иной ситуации. Что касается заболевших гриппом, то их в детской больнице очень мало. Главврач детской республиканской больницы обратился к гражданам республики соблюдать меры гигиены, чаще бывать на свежем воздухе и пользоваться масками в местах большого скопления людей. Для полной оценки ситуации мы также побывали и в Сухумской детской поликлинике. Там, как и прежде, огромные очереди, но, как выяснилось, большинство из них пришли на плановые осмотры. За последние 2 недели участились случаи обращений по поводу повышения температуры, катаральных явлений. Это, конечно, идет рост острых респираторных вирусных заболеваний. Особенно много болеют школьников. На сегодняшний день 25% школьников отсутствуют в школе по причине заболевания. Это, конечно, очень высокие цифры. Болеют также и дети, организованные в детские и дошкольные учреждения. Основные меры профилактики – это, конечно, исключить контакты, не посещать места скопления людей и детей в частности. И каждая мама должна, прежде чем отправить ребенка в детское дошкольное учреждение либо в школу, посмотреть на своего ребенка, измерить ему температуру. Ни в коем случае, как любят наши родители, больных детей отправлять особенно в детские дошкольные учреждения никак невозможно. Также в обществе муссируется тема закрытия детского сада «Пчелка» на карантин. Однако, по словам главврача Сухумской детской поликлиники Лейлы Габозовой, карантинный режим введен только в тех группах, где было подозрение на заболевание. Рената Шакай, Саид Айба, Абхазское телевидение.